Унты, посуда, украшения и другие якутские бренды, которые так любят копировать в Китае, давно уже никого не удивляют. Теперь список пополнился и персонажем из якутского фильма. В Китае выпустили водку с изображением главного героя из якутского фильма «Тайны Чингисхана». Были ли нарушены авторские права, сегодня разбираются юристы. Тему продолжит Ульяна Шагина. Фильм «Тайна Чингисхана» был снят в 2009 году. Главного героя Чингисхана сыграл тувинский актер Эдуард Ондар. Сегодня его изображение в обличии великого воина украсило не только водку в Китае, но и пивную продукцию. Так, пиво с изображением на этикетке персонажа из якутского фильма «Тайна Чингисхана» производит хакасский пивоваренный завод «Альпина». Также этот персонаж можно увидеть в журналах и книгах. Исключительным правообладателем фильма является компания «Юргель-В», которая сегодня ведет работу по сбору доказательств нарушения ее авторских прав. Конечно, с одной стороны, неприятно, что столько денег республика и в целом мы, продюсеры, внесли, столько работали, времени затратили, да. И тут появляется такое, да. Живем в правовом государстве. Если мы чаще будем говорить о том, что есть интеллектуальная собственность, есть правообладатели по каждому, даже фотографии, фильму, стихам, книги, то я думаю, потихоньку наведем порядок. Главный герой фильма Эдуард Ондар также омрачен этим фактом и считает, что вопросом защиты прав интеллектуальной собственности на фильм «Тайна Чингисхана» нужно разбираться на правительственном уровне. Что я должен сам делать, я не знаю, потому что мы живем в России, я в Сибири южном, в Туве. Поэтому, конечно, у нас законы российские немножко сыровато. С этим, наверное, проблема очень большая. Но каждый раз в социальных сетях друзья и незнакомые мне отправляют эту водку через Китай, фото. И мне, конечно, в душе больно. Но я не знаю, что делать. Наверное, это надо решать в правительственном уровне. Сегодня права на реализацию киноленты купили порядка 50 разных стран, в том числе Монголия, Китай и США. По словам специалистов, эти компании обладают сегодня правом выдавать разрешение на использование персонажей из «Тайны Чингисхана» в своих странах. Сегодня якутские юристы выясняют, получали ли компании, выпускающие свою продукцию с изображением персонажей из якутского фильма, разрешение на использование. Если нет, то иски в суд могут подать как страны-правообладатели, так и исключительный правообладатель. Сумма иска может варьироваться от 10 тысяч до 5 миллионов рублей. Персонаж принадлежит правообладателю. Вот эти фотографии уже являются доказательством, и они могут идти в управление Федеральной антимонопольной службы, Роскомнадзора, то есть без приобретения данной продукции. И уже параллельно можно подавать гражданский иск о взыскании компенсации за использование чужих авторских прав, то есть за нарушение авторских прав. Большинство компаний и правообладателей достаточно охотно выдают право на использование своих персонажей. Это позволяет брендировать свой продукт. Ну а в случае с персонажами из киноленты «Тайна Чингисхана» юристам еще предстоит доказать, что на продукции компании персонаж из якутского фильма, а не его ассоциативная связь. Ведь, как правило, авторское право защищает только прямое копирование, но никак не заимствование идей. Ульяна Шагина, Семен Семенов, Якутск.